Приветствую вас на канале Охота и рыбалка в Якутии, и с вами я, Илья Борисов. И мы находимся сегодня на берегу реки Тюнг, которая воспета во многих легендах, особенно важных для народа Саха. Но, конечно же, мы приехали сюда не просто почтить историю этой реки, но и славно порыбачить. Так давайте же отправимся в верховье этой реки и узнаем, что же там можно поймать. Кто не знает, река Тюнг – это левый приток Вилюя. Берет свое начало в Оленёкском улусе. Является границей между Вилюйским и Верхневилюйским районами. Чтобы доехать на наземном транспорте до устья этой легендарной реки, во-первых, необходимо преодолеть расстояние в 600 километров из Якутска до города Вилюйск. Дорога относительно неплохая, на трассе активно ведутся строительные работы. И все же на автомобиле с прицепом быстро ехать не получится. И вот мы в одном из старейших городов Дальнего Востока. Вилюйск основан в 1634 году русскими казаками-первопроходцами, как казачье зимовье. Из пункта сбора ясака сейчас Вилюйск перевоплотился в красивый якутский город. Нашли в магазине Вилюйска наш любимый чай. Вместе с нами в команде Павел Кириллин, мой друг и наставник. Он участвует в наших поездках не в первый раз. И Октябрь Лукин, глава Угюлятского наслега, расположенного от Вилюйска в 300 километрах по водному пути. В городе мы запасаемся продуктами и заправляем горючим емкости для дальней поездки. На песчаном берегу Вилюя мы разгружаем лодку, накачиваем ее и начинаем грузиться. Надо сказать, погода в конце июня нынче была контрастная. Весь день могло слепить солнце, и в один миг сильный ветер мог нагнать густые тучи. Как итог, недолгий, но плотный проливной дождь и даже град, который, кстати, за лето испортил немало теплиц и нанес довольно серьезный ущерб хозяйству огородников. Ну а мы, после небольшого шторма, начинаем свое движение в сторону устья реки Тюнг. Вот мы с Вилюя зашли в устье. Вот, сейчас небольшой обряд, алгыс, и дальше в путь. Местная земля встретила нас очень сильным дождем, прям ливень, град, промокли. Ну и сейчас продолжим наш путь. Запланированный маршрут у нас достаточно длинный. Около 600 километров вверх по реке Тюнг, наполненный многочисленными захватывающими легендами и сказаниями. Невероятно красивые пейзажи, песчаные горы по берегам Тюнга так и тянут окунуться в канувшую в лету времена. В 16-17 веках по окрестностям этой реки кочевали воинственные племена тунгуса-маньчжурского происхождения. Про рода Джерикиней, Тумат, Томус, про первых Уран-Хай-Саха, прибывших в эти края, очень ярко и красочно рассказал в своем историческом романе «Глухой Вилюй» народный писатель Якутии Василий Яковлев Даван. Находясь в этих местах, волей-неволей в голове то и дело возникают колоритные образы героев этого романа. Возможно, именно с вершины той песчаной горы
лучники Тонгбись выпускали свои стрелы в шаткий плот юного Даранчи, направляющегося с верховьев Тюнга к великой реке Вилюй в поисках своих сородичей. Тюнг раньше называли Тюнкютах, то есть захолустный, а Вилюй в произведении Яковлева именовалась Каллямя. Всю дорогу, рисуя про себя исторические развороты событий, останавливаясь только на дозаправку, мы прибываем к месту первого перевала. Это Аян, лодочная пристань Угуляцкого наслега. Находится она в 300 километрах от города. На берегу, с традиционным якутским гостеприимством, нас встречают местные жители. Угуляцкий – самый большой по площади наслег в Вилюйском улусе. Административный центр – село Кюбейнде. В этом отдаленном населенном пункте проживает около 560 человек. Угуляццы – дружный народ. Они активно занимаются общественной деятельностью, устраивают различные соревнования, тематические празднования и конкурсы. Эти земли богаты дичью и рыбой, поэтому местное население, можно сказать, состоит из охотников и рыбаков. Причем ловлей рыбы занимаются абсолютно все, от мала до велика. Местные относятся крайне почтительно к истории своего родного селения. И мне выпала честь получить из их рук огромную книгу «Угуляттар», то есть «Угуляццы». Увидев ее, сразу становится понятно, что у этой реки и у этих земель и вправду очень богатая и интересная история. Утро начинается с плотного завтрака. Октябрь Иванович, оказывается, готовит очень вкусно. Быстро собравшись, подготовившись к дороге, мы вновь отправляемся в путь. Так, интересная местность. Берега песчаные у реки в основном. И не просто это как бы песок, это песчаные горы, как скалы выглядят. Вчера был дождь, все это сразу смывало в воду. Даже казалось, что никакой рыбалки не будет, потому что вода стала моментально цвета чая с молоком. Но чем выше поднимались, тем она чище была. Здесь уже нормально. Вот. А так заметили, что, видимо, в свое время, какие-то еще доисторические времена, река была довольно-таки крупной, потому что много стариц, озер вдоль берегов, крупных, очень больших озер. Вот. Скорее всего, они все полны рыбой, хотя вот местность эта славится одними из самых крупных карасей в Якутии. Практически каждый год вот вилюйские караси выигрывают призовые места на конкурсах республиканских. Ну и не только караси здесь крупные, мы заметили. Окуни здесь тоже прям под килограмм размером. Вот, сейчас будем пробовать щуку, окуня местного ловить. Мы едем выше, по идее, до скалистых берегов. Соответственно, где уже каменистые берега, скалы, там уже видовой состав рыбы меняется, уменьшается количество щук и окуня, и появляются более такие, как сказать, более редкие виды рыб. Это ленок, таймень. О, как их много! Таких даже берут. Ну, с утра был такой, да. Интересно, где тут щуки? И в озерах щуки стоят. Все равно, наверное, коряги какие-то ищут. Здесь поймался. Как на удочку.
Путь предстоит долгий, поэтому, поднимаясь вверх по реке, мы иногда останавливаемся возле притоков сделать пару забросов, посмотреть, какая рыба водится и вообще, как говорится, чтобы не терять рыбацкий дух. Килограмм есть, наверное? 800 точно грамм есть. Buyurun. Buyurun. Olmak bir kilo kadar. Onunla bile sınav var. Bu kadar da var. Evet. Что это было? О, были. Сейчас такой интересный случай произошел. Ну, я поймал вот окуня килограммового, отпустил, он надышался воздуха, и поэтому на поверхности долго плавал. В этот момент я поймал второго окуня. И вот хотел, чтобы он так слетел, возле лодки дергал. Ну, блесна так легонько зацепилась. И щука ударилась снизу. Оторвала этого окуня, прям с блесны сорвала. Потом что-то, видимо, ну, может, отпустила или еще понравилось. Развернулась и взяла большого окуня, утащила за собой, который почти килограмм веса. Смотри, какая стайла. Смотри, каких много. Прям практически каждый заброс вытаскиваешь окуней, причем такие все трофейные. Тут мелких нет окуней. И очень активный клев. Но сейчас самое начало поездки, немножко у нас цели другие. Вот. Но сейчас душу отведем, накидаемся, наловим. Всю рыбу отпускаем, пока рыбу даже домой брать рановато. Вот. О. Крупные, очень крупный окунь. Еще бы щуку попробовать поймать. Одну щуку поймали, ну такая, около 2 килограмм. И что интересно, мы здесь вот пока ехали сегодня, уже несколько котлов видели. Ну вот прям вот кипит. О, есть контакт. О. Вот щука. Ну-ка посмотрим какая. О, сзади. Сзади еще щука прыгнула. Ну это просто вообще сказка. Хочется вот поймать щуку, поэтому на блесну идут в основном окуни. Поэтому поставили мышь. Ага, видел? Есть. Это кто? Алгар. Опять что ли? Что их там так много? Отпустил. Нет, второй раз. Размерчик поражает, да? Видишь? А, вон еще одна, по-моему, стоит. Или это щука? А, еще щука стоит. 3 щуки стоят. О, есть!
сейчас хватит, а нет, вот стоит. Еще одна стоит, смотрит. Ничего, они хладнокровные. 3 щуки. Одна ушла. Два окуня за раз поймал. Мы когда-нибудь такой ловили, 2 окуня. А, один отцепился, слава богу. 2 окуня за раз один. Это как вообще. Это еще не самый большой. Хорошие горбачи. Полосатые. Но не наши. Ага, ага, ага. Ага. Какой птин? А, щука. Ну, ты щука пришла. Вот такая толстая. Пока. О, 2. Смотри, дубль снимай. Такое кто-нибудь ловил? А? Сразу 2. Это да. Да, вот что значит жор. Стаи окуней организуют котлы, а щуки, затаившись, выжидают своих жертв для молниеносной атаки. Пока река позволяет, мы едем на 2 лодках. По нашему плану, когда начнутся перекаты, корпус с винтовым мотором должны оставить. Переобуем мою лодку в водомет и дальше двинемся вчетвером на одной. С половиной 5 в этом диапазоне. На прощание помахала хвостом. По реке мы видели большое количество живности. В небе парили белохвостые орланы, крикливые чайки. Пролетали различные виды уток. Мамы утки, уводя опасность от своего выводка, взлетали прямо перед лодкой. А затем появились таежные игуменники. Кладки у этих крупных гусей в среднем от 2 до 6 яиц. Насиживает кладку только самка. Самец держится неподалеку и сопровождает самку при выходах на кормежку. Выводки держатся по берегам рек и озер. При появлении людей взрослые гуси могут вести себя по-разному. Одни держатся вместе с птенцами, другие с криками летают вокруг или вовсе улетают.
А птенцы спасаются нырянием или прячутся в прибрежной растительности. Вечером на месте ночевки Октябрь Иванович приступает к приготовлению излюбленного рыбаками блюда из внутренности щуки. Табу корманден. Би гулаттар манны. Хөвлән хетүт бу хордон. Улхан хордон келемис булыр бу. Матасы. Хөтөн кытта бу ихин куртага бу хеджер. Хайгын оны бу очого. Ya bunu bu böyle bar bulur. Onu bu erogotu. Erogotun kıtta bu dakika. Betin sert ve bu dakika korman denat. Ondan ardas bu oçoğu ihere bollağına kuçakan. Bu yarım bollağına bir hekka vurur. Uddör bırak. Oçoğu hıstı var. Bu yarı tügar bollağına hıstakar. Yeni ne var? Bu yaptığımda bu şöyle bu. İlke. Ini luktugun tomalığın açağı huvay bu. Açağı bu manlık kayıtağın. Onu manlık uğran turan. Vurduk. Şöyle batı bıhağına vurduk. İdi hağını bağın. Bu ot. İdi bu hağıma istallağa. Şuraya bu. Bu. Onu manlık kılan bana. Bu yağın. Bu. Manlık yakıt balıyım. Makka kaya baktın. Самовар ирландский для чая. Очень быстро кипятит воду. Где с дровами проблема, где костер, дрова для костра найти, или где вообще костер нельзя сейчас, безопасно, локально. Меньше 5 минут, по-моему, что около 4 минут кипятит.